Дорогие друзья, всем ассаламу алейкум, всех приветствую. В этом видео я хочу в большинстве процентов обратиться к своим землякам, к таджикам. Наверняка многие из вас видели уже это видео, где Эдвард Билл нелестно высказывается про таджиков. Бля, рыбой воняет нахуй какой-то. Таджиком, блядь, каким-то, ебать. Таджиком, рыбой. Вот, и очень много возмущений по этому поводу. Честно говоря, это видео видел уже месяц назад, и все это время я был в поисках Эдварда Билла. Но я его никак не мог найти, очень трудно, у человека нет официального аккаунта в Инстаграме, поэтому тяжко находить его местонахождение. Да, у меня есть очень много общих знакомых с ним, вот, которых я не хотел подставлять, втягивать вообще в эту тему. Поэтому все так долго длилось. Я не стал вмешивать своих ребят, что-то их просить, что-то им говорить. Вот, я решил сам это все сделать. Но я вижу, что бессмысленно вообще ходить, где-то его искать, где его вообще нету. Вчера я позвонил своему другу Илюхе, так как Илюха бывает с ним на связи иногда. Я позвонил ему, говорю: Илюх, ты можешь меня, пожалуйста, с Эдвардом Биллом свести меня как-нибудь, чтобы мы с ним посидели, почайковали, пообщались, чтобы как-то он извинился за свои слова. Илюха говорит: Фэй, что случилось, что за слова? Я ему, короче, вкратце объясняю, что вот так-то, так-то, и Илюха меня понял, позвонил Эдварду Биллу, он ему объяснил, что Эдвард Билл, есть такие-то ребята, вот, возмущаются по поводу твоих слов и хотят, чтобы ты публично извинился, потому что многие на тебя очень злые и хотят тебя настигнуть. На что Эдвард Билл сказал, что да не, без проблем вообще. Сразу сходу решил извиниться и сказал, что никаких проблем, сейчас видеообращение сделаю с извинениями и скину вам. В данном видео Эдвард Билл начинает извиняться, говорит, что он не хотел так кого-то задеть, это был всего лишь юмор. Вот, и он говорит, что ему позвонил Илюха. Почему он про меня не сказал в данном видео, это вообще не имеет значения, потому что он знает Илюха, Илюха знает его, и Илюха ему позвонил. Так как мне не удалось позвонить ему самому, он на связь со мной не хотел выходить, и встретиться со мной тоже не хотел. Поэтому, чтобы не было никаких возмущений, типа, почему Эдвард Билл говорит про Илюху, почему не говорит про тебя, что ты там что-то решил, какие-то проблемы, какие-то вопросы. Это вообще не имеет значения, ребят. Я Илюхе позвонил, Илюха ему позвонил, он извинился, и это самое главное. Поэтому, почему я обратился к своим землякам, увидьте это видео, пожалуйста, и не будьте хладнокровными, не надо его искать, не надо его настигать. Самое главное, что человек осознал, извинился, это самое главное. Потому что я считаю, что чтобы где-то его настигать, где-то его бить, слишком много ума не нужно. Самое главное, чтобы голова работала. Язык, он наш враг, он же и наш друг. То есть все проблемы начинаются с языка, и эти проблемы нужно решить языком. Поэтому я сторонник того, что нужно кого-то бить, кого-то в машину заталкивать, пистолетом как-то угрожать. Я не понимаю, все это снимать на видео. В общем, не знаю, поняли вы меня или нет, но я постарался как-то до вас донести, что Эдвард Билл извинился, все нормально, ребят. И не нужно его искать, не нужно где-то его ходить, бить, руки распускать на него, не нужно. Илюхе большое спасибо за то, что он не остался в стороне, он тоже согласился помочь, позвонить ему, и, в общем, все решили. И хочу сказать напоследок Эдварду Биллу: Билл, у тебя большая аудитория, ты уже какая-то знаменитая личность получается. И не должен допускать вообще таких ошибок, ты должен следить за своим языком, за своими словами. Прежде чем что-то сказать, ты должен понимать, что ты говоришь. Ты понимаешь, что тебя смотрит очень много людей, и которым не понравится твое высказывание. Я хочу тебе сказать не только за моих земляков, за то, что ты сказал, за таджиков. Я хочу тебе еще сказать, что не нужно вообще ни про какую нацию говорить, никакую национальность не надо трогать. Следи, пожалуйста, за своим языком и не допускай таких ошибок. Все, всем спасибо, всем пока. Привет, ребят, салам. Сейчас мне позвонил Илюха Акула, который в продакшене у Серга, который занимается непосредственно помощью со съемками и так далее и тому подобное, и решением некоторых проблем. Когда-то давно мы снимали на канале Чё Кого гонку с Артемом, Серга и я был. Я был на ГТР, Серга был на М2. Когда я в стёбной форме обходил его машину, озвучивал некоторые шутки, в моменте, неправильно высказавшись, там так посмотрели под другим углом
показалось, что я оскорбил таджиков. Потому что, когда я подошел к машине, я сказал, что фу, у тебя воняет здесь таджиком. Но это было только в рамках юмора. Никаким образом я не хотел задеть чувства и таджиков, узбеков, любую нацию, потому что я дружу со всеми. В каждой из них есть наши товарищи, братья, которым я помогаю, которые мне помогают с чем-то. И никаким образом я не хотел задеть их чувства. Потому что я снимаю развлекательный контент, и здесь не было посыла, чтобы кого-то задеть или разозлить. Потому что от чистого сердца я извиняюсь и не хотел, чтобы это выходило за рамки, я не знаю, какого-то беспорядка, беспредела. Ребята все правильные понимают. И я надеюсь, что в дальнейшем за мной такого не поступит. Спасибо Илюхе, что позвонил, сразу предупредил. Ребята таджики, всем мир, всех обнимаю, потому что мы снимаем совместно с вами. Очень много у меня в роликах вы, и я вам помогаю, и вы мне помогаете. Так что никаких других мыслей задних не было. Спасибо, что предупредили. Такого больше не повторится. Йо.